Здание Ингушского отделения Российского Красного Креста оцеплено силовиками, рядом стоит бронетехника, рассказал сегодня руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцеольгов. МВД Ингушетии не прокомментировало информацию об обыске. Как информировал Кавказский узел, 27 марта протестующие без разрешения властей продлили акцию протеста, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным Следкома, 10 силовиков получили травмы. Глава Ингушетии обвинил лидеров протеста в безответственности. В офисе Ингушского отделения Российского Красного Креста, который расположен в центре Назрани по улице Московская, примерно с 9 часов 30 минут проводился обыск, рассказал в 12 часов 20 минут корреспонденту Кавказского узла руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцеольгов. Здание оцеплено силовиками, рядом стоит бронетехника, у дверей стоит охрана. Связаться с сотрудницами отделения Красного Креста Залиной Орцехановой и Лидой Цеакиевой не представляется возможным, отметил Муцеольгов. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе Ингушского республиканского отделения Российского Красного Креста, руководитель которого Муса Мусальгов был ранее арестован, сообщил сегодня информированный источник. По его словам, внутрь здания никого не пускали, в мероприятии участвовали около 10 прикомандированных в республику силовиков, сообщил Интерфакс. Нам сообщают, что обыск в Ингушском отделении Красного Креста закончился. Находившиеся в здании сотрудники Красного Креста Лида Цеакиева и Залина Орцеханова вышли на связь, с ними все в порядке, сообщил в 12 часов 52 минуты, Телектом-канал Фортанга.орг, приведя фото офиса, на которых видно сломанный косяк двери. Телектом-канал также разместил видео, на котором у дверей и офиса стоит большая машина силовиков. Кавказский узел не может проверить достоверность информации, размещенной в телеграм-канале.